В единый день голосования жители Ингушетии активно выразили свою гражданскую позицию. По всему региону работали 126 избирательных участков, которые с 8 утра до 20 часов принимали голосующих. Всего в республике в единый день голосования своим конституционным правом воспользовались более 137 тысяч жителей. В целом явка избирателей составила более 68%. За порядком проведения и прозрачностью выборов следили около 700 общественных наблюдателей, как от политических партий, так и самостоятельных субъектов общественного контроля. Уже известны предварительные сведения об итогах голосования. Самый высокий показатель явки избирателей зафиксирован в городе Магас – 82%. В день голосования в городе работали 4 УИКа. В списках избирателей было зарегистрировано 2638 человек. Проголосовали 2162. Количество распределенных мандатов – 15. Из них 11 получила партия «Единая Россия», 2 «Справедливая Россия», 1 ЛДПР, 1 КПРФ. 8 сентября на территории Назрани свои двери распахнули 20 избирательных участков. Из 43 620 потенциальных избирателей проголосовали 29 214 граждан города. Из 16 мандатов «Единая Россия» получила 25, «Справедливая Россия» – 5, 1 КПРФ и 3 партия «За справедливость». В Малгобеке распределили 20 мандатов. В городе Воинской славы тоже лидирует «Единая Россия». Партия получила 13 депутатских мандатов, 4 «Справедливая Россия» и по одному ЛДПР, КПРФ и партия Роста. В воскресный день в городе работали 21 избирательный участок. Из заявленных 25 778 избирателей свою гражданскую позицию выразили 17 791 человек. В Карабулаке было открыто 8 избирательных участков. Свой выбор могли сделать 15 364 избирателей. Количество проголосовавших – 11 269, что составило 73,4% явки избирателей. Из распределенных в муниципалитете 20 мандатов 13 получила «Единая Россия», 4 «Справедливая Россия», 1 ЛДПР и 2 КПРФ. Явка избирателей в Назрановском районе составила в среднем 65,7%. Это 36 558 избирателей из зарегистрированных 55 648. По итогам голосования 73% депутатских мандатов получила партия «Единая Россия». Это 91 мандат из 125. 15 у «Справедливой России», 2 ЛДПР, 3 КПРФ и 14 самовыдвиженцы. В единый день голосования гражданскую активность проявили 21 616 жителей Малгобекского района. Всего на УИКах было заявлено чуть больше 33 тысяч избирателей. 122 депутатских мандата распределили между 3 партиями и самовыдвиженцами. 83 получила «Единая Россия», 13 «Справедливая Россия», 10 партия Роста и 15 самовыдвиженцы. Из потенциальных 22 384 избирателей в Сунжинском районе свой гражданский долг исполнили 17 208 человек. Тем самым они определили судьбу 98 депутатских мандатов. 73 из них получила «Единая Россия», 14 «Справедливая Россия» и 10 самовыдвиженцы. Единый день голосования прошел и в самом живописном уголке Ингушетии. В Джейрасском районе работали 5 избирательных участков. Из зарегистрированных на УИКах 2165 жителей число проголосовавших в воскресный день составило 1260. Всего на муниципалитеты района распределили 31 депутатский мандат. Из них 25 получила «Единая Россия», 4 «Справедливая Россия» и 2 самовыдвиженцы. 8 сентября на всех избирательных участках царила праздничная атмосфера. Организовали концертные программы, различные ярмарки, выставки. В свою
очередь, глава региона Махмуд Али Калиматов на рабочей встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Мусой Евлоевым отметил, что в целом Ингушетия показала достойные цифры по количеству избирателей, принявших участие в выборах, и поблагодарил всех членов избирательной комиссии и организаторов за проделанную работу. Из распределенных 456 мандатов в регионе 325 получила «Единая Россия», 61 «Справедливая Россия», 5 ЛДПР, 8 КПРФ, 11 партия Роста, 3 партия за справедливость и 41 самовыдвиженцы. Депутаты в муниципалитеты уже выбраны. Теперь в каждом поселении и городе региона должны пройти организационные заседания, где путем делегирования будут формировать райсоветы. Диана Дударова, Ася Султыгова, Новости 24.